Добрый день всем перископщикам, кто подключается к нам на этот каст. С вами Александр Кульпин из города Франкфурт на Майне. И я рад приветствовать вас в этот субботний день. И сегодня мы с вами поговорим на тему денег. То есть мы находимся в огромном городе денег, банков. Привет, Демьян, приветствую. Надо вам с тобой пообщаться. Обязательно пообщаться. Денис, привет, Люция, привет, ребята, всем привет. Здорово, что вы присоединяетесь. И мы находимся в городе Франкфурт. Франкфурт на Майне – это город бизнеса, город банков, город больших денег. И сегодня, естественно, мы будем говорить с вами про деньги и как зарабатывать больше денег. Отлично, здорово. Итак, смотрите, недавно мне пришла такая интересная мысль записать этот каст именно из города Франкфурт. И есть только два способа заработать большие деньги. Друзья мои, есть только два способа заработать большие деньги, больших способов нет. Первый способ – это помочь как можно большему количеству людей ухудшить их жизни. И второй способ – помочь как можно большему количеству людей улучшить их жизни. Других способов просто нет. Так, давайте я перейду сейчас на вот такую вот картинку. И таким образом я смогу видеть и вас, и вы можете видеть и Франкфурт, и речку. Вот сзади меня речка. И смотрите, какая интересная вещь. Люди всегда задаются вопросом, как зарабатывать большие деньги, каким образом зарабатывать большие деньги. Давайте сейчас мы рассмотрим эту ситуацию. И я считаю, что деньги – это некая энергия прошлого, которую люди получают за то, что они вложили какой-то труд, свои затраты в виде умственной работы, либо физической работы, и за это они получают денежные средства. Почему же таким образом одни люди получают большие деньги, то есть они вот сидят вот в таких вот зданиях, они зарабатывают в час по 2, по 3, по 5 тысяч евро, а другие люди берут лопату, идут на стройку, работают в поте лица и зарабатывают 5 или 10 долларов в час. Почему такие вещи происходят? Вы знаете, когда я приехал первый раз в Германию, я устроился на работу на мясокомбинат. Да, погода сегодня не очень, вот, но завтра я уже лечу в Варшаву, а в понедельник я лечу уже в Солт-Лейк-Сити, и там, соответственно, будет около 30 градусов. То есть я думаю, что успею еще погреться в Штатах. Так вот, друзья мои, вопрос заключается в следующем. Почему одни люди зарабатывают большие деньги, а другие люди еле сводят концы с концами каждый месяц и постоянно говорят, что им мало платят, постоянно говорят, что им не хватает на жизнь. Суть заключается в том, что есть некое понятие, как ценность на рынке. Есть люди, которые создают большую ценность для большого количества людей и предоставляют эти услуги для огромного количества людей и таким образом способны изменить их жизнь в лучшую сторону, либо, опять же, ухудшить их жизнь в худшую сторону, то есть продавать наркотики, продавать алкоголь, вовлекать людей в финансовые пирамиды, заранее зная, что эти люди пролетят. И таким образом они влияют на людей в худшую сторону. Но также можно влиять на людей и улучшать их жизни, то есть давать им некую ценность, предоставлять какие-то продукты, предоставлять какие-то услуги, которые мы точно знаем, что они изменят людей, изменит качество их жизни в лучшую сторону. Может быть, они станут себя лучше чувствовать, может быть, они, используя, например, смартфон, могут общаться со своими друзьями, со своими любимыми людьми, как я сейчас делаю это в прямом эфире с вами. И за это получаю, смотрю, огромное количество сердечек. Друзья мои, кстати, сердечки – это некая валюта перископа за то, что вы получаете ценный контент. Поэтому не стесняйтесь, если вам нравится информация, нажимать по экрану, то есть кликайте по экрану, и таким образом это будет как бы знак того эквивалента, который вы получаете который я получаю за то, что транслирую сейчас вам. Так вот, что же нужно сделать, чтобы зарабатывать большие деньги? Ну, во-первых, нужно понять, что
все зависит от того, какую ценность до какого количества людей вы доносите. Смотрите, можно работать официантом. Я работал также официантом некоторое время в одном кафе, и я просто осознал такую штуку, что я могу обслужить какое-то количество людей за день. То есть, если я хочу зарабатывать больше, то есть мне нужно обслуживать еще большее количество людей в день. Но у человека 24 часа в сутках, и поэтому невозможно все 24 часа обслуживать только клиентов. И я понял, что чтобы зарабатывать большие деньги, нужно научиться вовлекать каким-то образом других людей, чтобы они могли осуществлять такую же работу, которую я делаю, и таким образом они могут улучшать жизни других людей, обслуживать большее количество людей, чем я один, и таким образом они будут приносить какую-то большую ценность на рынок, и, соответственно, эта большая ценность на рынке будет отображаться на моих доходах. То есть это называется бизнес, когда вы вовлекаете других людей и говорите им, что нужно делать. По-моему, Карл Маркс сказал такую вещь: хотите стать богатым человеком, заставьте других людей работать на себя. Ну, я не совсем, конечно, согласен с его мыслью. Эта мысль была прошлого тысячелетия. А вот сейчас мир изменился, и если вы хотите зарабатывать большие деньги, соответственно, вам нужно помочь как можно большему количеству людей улучшить стиль и качество их жизни. Например, что сделала компания Apple? Компания Apple изобрела телефон с тачскрином, то есть по которому вы сейчас кликаете и ставите мне лайки. И огромное количество людей пользуются этими телефонами, огромное количество используют эти телефоны. Более того, Apple создала некую философию в своем бизнесе, и люди с удовольствием преследуют эту философию и становятся фенами компании Apple. То есть посмотрите на те очереди, в которые люди выстраиваются, когда выходит новый гаджет от компании Apple. Да? Люди хотят первыми хотят получить эту штуку. Так вот, если вы сможете создать то же самое, что создала компания Apple, ну, в каких-то таких своих масштабах, в масштабах своего видения, то, соответственно, вы будете зарабатывать больше денег, чем вы сейчас зарабатываете. И если вы будете еще использовать для этого интернет, то, соответственно, вы сможете вынести вашу ценность до огромного количества людей. Просто нужно понимать, что есть такие еще вещи, как маркетинг. И если вы правильно будете использовать интернет-маркетинг, давайте я вам еще вот тут вот так покажу, вот так вот покажу. Если вы будете правильно использовать интернет-маркетинг, видеомаркетинг, перископ, email-маркетинг, то вы сможете таким образом донести некую ценность до большего количества людей. И как только у вас это получится, как только вы поймете, как работают механизмы бизнеса, то вы увидите, что ваша будет жизнь меняться. Ваша жизнь будет меняться, но я сразу скажу, что произойдет это не в одну секунду, не за 1 месяц. Произойдет это, может быть, через 2 года, через 3 года. У кого-то раньше, у кого-то позже, но смысл заключается в том, что вы будете меняться только, то есть ваша жизнь будет меняться только тогда, когда вы будете меняться, когда ваше мышление будет меняться. Когда ваше мышление будет меняться, будут меняться ваши действия. Когда ваши действия будут меняться, вы будете получать другие результаты. Когда вы будете получать другие результаты, естественно, ваша жизнь изменится. Поэтому, друзья мои, создавайте большую ценность на рынке, чем остальные люди. И если вы обладаете правильными ценностями, то вашу информацию обязательно услышат люди. Если вы эту информацию будете доносить еще правильными средствами, имеется в виду правильным маркетингом, то успех – это то, что вовлечется в вашу жизнь. И вы никогда больше в вашей жизни не будете гоняться за успехом и, естественно, большими деньгами. То есть, в первую очередь, нужно сконцентрироваться не на том, как заработать большие деньги, а на том, какую ценность вы можете принести на рынок и масштабировать это. А рынок, друзья мои, это люди. Потому что люди покупают товары, люди покупают услуги, они голосуют за ценность своим денежным эквивалентом, то есть тем ресурсом, за который они когда-то тоже работали и тоже вкладывались для этого рынка. Давайте я вам еще раз покажу виды на Франкфурт.
Я сейчас занимаюсь бизнесом Network Marketing. Я создал клуб новых богатых Join Network. И я вам рекомендую присоединяться к этому клубу и получать некую ценную информацию, которая реально может изменить стиль и качество вашей жизни, а также жизни ваших друзей и близких. И давайте еще последние такие вот кадры с потрясающего города, бизнеса города Франкфурт на Майне. И ваши лайки, ваши сердечки говорят мне о том, что вы находитесь в правильном месте с правильными людьми. Я желаю вам успехов, я желаю вам процветания, я желаю вам достижения ваших целей и всего того, о чем вы только мечтаете. Мечтайте больше, получайте от жизни больше. Но и не забывайте создавать больше ценностей для рынка. Итак, друзья мои, до скорых встреч в эфире. Завтра я вылетаю в Варшаву. И в понедельник уже в Солт-Лейк-Сити, в Штаты. Но лететь я буду через Нью-Йорк. Поэтому, скорее всего, следующий каст я проведу из Варшавы, а потом из Нью-Йорка и затем уже из Солт-Лейк-Сити. Успехов, процветания. До скорых встреч. Пока-пока.